Николай, в чем главная сложность современных молодых людей? Почему они такие становятся депрессивные? Почему они такие печальные? Почему они уходят в себя? Э, почему много суицидов? Но тут такая комплексная ситуация, много причин. Момент первый – это огромная ситуация выбора. Как ни странно, парадокс выбора, он может играть не только в плюс, но и в минус. А сейчас мы видим, как человек может, не имея ни опыта, ни образования, очень быстро взлететь. И вот это вот обилие выбора вызывает у человека такой ступор. То есть, а чем мне заняться? Родители, например. Вот какие советы родителям, когда у них такие дети психоэмоционально сложные? Родитель должен показывать пример такого, знаете, человека, заинтересованного жизнью. Не просто там дом-работа, а у него есть что-то, что его вовлекает, интересует. Тогда у ребенка будет просыпаться интерес, может, не к тому же направлению деятельности, но к чему-то своему. Итак, совет, чтобы у людей не развилась с детства цифровая зависимость. Какие от вас лайфхаки есть? Если у ребенка есть явная склонность, интерес к этому, попробовать из потребителя перейти в создателя. Тебе нравится в телефоне, попробуй придумать свое приложение, придумай свою игру, нарисуй, попробуй там свою программу создать. Здравствуйте, друзья! Вы знаете, у нас сегодня в редакции Балендиель очень интересная такая приятная ситуация, скажем так. К нам приехал Николай Маевский. Николай Маевский, здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Николай показался очень интересной мне личностью, потому что он сам петербуржец, живет уже 2 года в Астане, и за эти 2 года изучил казахский в такой степени, что, мне кажется, он говорит получше некоторых, многих даже из нас. Николай, здравствуйте еще раз. Скажите, пожалуйста, вот вы живете здесь в Астане, почему вы решили изучать казахский? Ведь вы могли жить спокойно и общаясь на русском, как видите, у нас много русскоговорящих людей здесь. Да, слушайте, мне, во-первых, очень нравится изучать иностранные языки. То есть я с детства как-то любил разные языки изучать. Во-вторых, я как психолог понимаю, что через язык очень быстро можно понять человека, его культуру, и зная его язык, можно лучше выстроить общение с людьми. А я, поскольку живу в Казахстане, то хочется понимать менталитет людей, хочется понимать их культуру, ценности. Плюс к тому, что я работаю уже с людьми, да, поэтому мне это профессионально в том числе необходимо. Вот, понимаю, что в Астане не то чтобы такие очень простые условия для изучения языка, но тем не менее, в принципе, все есть для этого. Мотивация есть, цель есть. Вы знаете несколько языков, я так понимаю, да? Ну, русский. Да, английский. В школе я учил шведский, потом я учил сам французский. Вот. И теперь казахский. Да. Ну, видите, каждый язык, он, если его не используешь, он чуть-чуть утрачивается, поэтому да, там какие-то языки я уже, может быть, хуже знаю, какие-то лучше. Николай, қазақша айтқанда, сізге Астана өте ұнады ма, қала? Иә, ұнады. Несімен ұнады? Маған астаналық климат ұнады. Таза ауа, күннің күзі мол, тағы да сұрғақ климат екен Астанада. Ол жалпы Астанада мен өзім көп күшім сезінемін. Астанадан басқа бөтен қалаларға барып көрдіңіз ба осы Қазақстанда? Иә, Алматыда болдым, қай жерде, Қарағандыда болдым. Солай. Көп емес. Николай, бізде бар ғой аға, көп ата-аналар, жас ата-аналар өзінің балаларын орысша сөйлесе қазақ мектептерге бергісі келеді. Бірақ та қазақша мектепте оқыса да, көтеріп кете алмайды осы қазақ тілді. Все равно орысша сөйлейді. Қандай сіздің көзқарасыңыз осы мәселеге? Иә, рас айтасыз, себебі бірнеше қазақтар олар не дейді? Не қазақ тілін керек деп сұрады. Неге керек? Себебі ағылшын тілін керек, қытай тілін керек. Бірақ олар егер орыс тілді сөйлесе, оның балалары, олар да орыс тілді сөйлесе болады. Сіз ойлайсыз, қазақтар қазақша тілде күшті сөйлеу керек, иә? Рас қой? Елу. Вот мысалы мен сөйлесу клубына барамын, сол жерде 95% олар қазақтар, олар
Бірнеше жағдай. Мгм. Олар қазақ тілін біреу біледі, елу біреу Мгм. білмейді, бірақ Мгм. оның мотивация бар, олар Мгм. клубына Мгм. барады, сол Мгм. жақсы жағдай мен. Николай, у вас, я смотрю, бешеная мотивация учить казахский язык, да? Бешено білмеймін. Ну, Просто мотивация бар. мотивация бар. Мотивация бар. Мотивация бар, тогда мен такой настойчивый адаммын. Мгм. То есть Мгм. я шахматист с детства, я с Мгм. 8 лет играю в шахматы. Это Мгм. нужно очень упорным человеком быть, Мгм. чтобы дойти до какого-то уровня. Мгм. А язык требует постоянной практики, Мгм. поэтому, чтобы язык выучить, Вы нужно... знаете, наша газета сотрудничает с Казахстанской Федерацией шахмат. Мгм. И Казахстанская Федерация шахмат реализует такой проект «Шахматы в образовании». Мгм. То есть они Блин. считают, что сегодня шахматы не должны быть каким-то таким спортом, которым занимаются только вот какая-то горстка людей. Он должен быть массовым спортом, и начинать надо со школьной скамьи. И вот я часто бываю в школах Астаны, в других городах, и я смотрю, что это становится действительно массовым спортом. И на ваш взгляд, это действительно правильно, да, что со школ мы массово учим детей шахматам? Да, смотрите, вот прошлым летом как раз была конференция «Шахматы в образовании», я там был. Вы Да, я были. был как участник. Мы, То значит, есть вместе там были. Это было вот на экспо в в Назарбаев Назарбаевском, да-да-да. университете, да. И я полностью считаю, что я согласен с вот этим направлением. Шахматы не как спорт, а как метод обучения Да. мышлению, определенным Мгм. навыкам, потому что не всем нужен спорт, не все хотят быть чемпионами мира. Мгм. Это очень специфическое направление быть Мгм. спортсменом в шахматах. А есть дети, которые просто хотят научиться играть, там на какой-то уровень выйти, плюс определенная тусовка, с детьми общаться. В целом это полезно, да, для развития мышления, для развития Мгм. навыков планирования, стратегического видения. Мгм. Я считаю, что это классно. То есть у Мгм. ребенка появляется возможность выбора, он пробует, дальше хочет пойти глубже, пожалуйста, можешь идти в спорт. Не хочешь? Отлично. Да, и события вообще в шахматном мире у нас в школьном как-то активизируются. Даже вот я была на мероприятии в 8-й школе, приезжал президент Федерации шахмат Объединенных Арабских Эмиратов, и они заключили с нашей федерацией меморандум о том, что будут вместе кооперироваться, то есть наши дети могут значит, изучать опыт арабский, арабские будут наши, и он был очень доволен увиденным у нас, что дети, вот и у нас очень много маленьких девочек чемпионками становятся. Да. На самом деле вот у нашего казахского народа, мне кажется, есть такая большая какая-то такая вот генетическая склонность к математическим наукам. И мне даже кажется, где-то к шахматам, вот где-то вот что-то такое есть. Или, Знаете, что я еще замечаю? да. Что есть вот такой дух, то есть вот дух победителя или какого-то Мгм. бойца. То есть вот я же здесь много в шахматных турнирах сам играю, как Мгм. шахматист, и с местными ребятами тоже работаю. И я вот это замечаю, что вот до конца прям идти, да, то есть Мгм. бороться до последнего, искать возможности. И это не то, что там отдельного человека, это прям вот какая-то общая, не знаю, черта или менталитет, Мгм. что-то такое. Мгм. Потому что какая-то есть вот мотивация. Хочу победить. Все. Мгм. Не знаю Ну, это, почему, видимо, просто какой-то хочу. такой наш степной дух, Может где-то быть, дух вот наших может быть. предков, да. Поэтому ваше наблюдение, оно действительно имеет место быть. А вот, насколько я вот узнала, вы еще и психолог. Мгм. То есть это ваша профессия? Да, я прям Вы работаю. учились на психолога Да, у меня и... есть диплом, то есть я получил образование, и Мгм. более того, мы в прошлом году с коллегами здесь открыли ассоциацию. По-моему, в прошлом или в позапрошлом, в общем, не так давно открыли ассоциацию EMDR, есть такое направление в Мгм. психотерапии. Мы открыли ассоциацию, которая вот сейчас активно развивается, и мы этот метод популяризируем в Казахстане. То есть это очень эффективный способ работы с травматическим опытом, с негативными воспоминаниями, переживаниями. Это, по сути дела, сейчас один из самых рекомендуемых научно обоснованных методов во всем мире. То есть это прям, можно если так сказать, топ психотерапии, один из топов. Он эффективный, Он да? очень эффективный, он доказательно эффективный, и плюс он, что позволяет очень быстро сжатый, то есть не надо 5 лет ходить, а ты там буквально за какие-то сжатые промежутки времени можешь достичь большого результата. А со спортсменами, когда я работаю именно как психолог, вот в спорте это же очень важно, потому что Мгм. негативный опыт, груз проигрышей, какое-то выгорание, это у них сплошь и рядом. Мгм. И это нужно решать здесь и сейчас.
Вот для этого нужны способы. Но если не спорт, допустим, подростки. Да. Сейчас же у подростков очень такая ментальность, такая непростая, да, и психосоматика уже с детского возраста развивается. Вы работаете с подростками? Да, А вот да. этот метод, он полезен в работе с Он, подростками? знаете, как это вот, если я сравню, например, молоток, он полезен с Мгм. гвоздями длинными, там, маленькими, Мгм. может быть, какое-то грубоватое сравнение, Мгм. но смысл в том, что это просто инструмент, то есть можно использовать с детьми, со взрослыми, с Мгм. подростками, Мгм. просто адаптировать под Николай, них. в чем главная сложность современных вот, молодых людей? Почему они такие становятся депрессивные? Почему они такие печальные? Почему они уходят в себя? Э, почему много суицидов? Мгм. Ну, тут такая комплексная ситуация, много Мгм. причин. Момент первый – это огромная ситуация выбора. Да, то есть, как ни Мгм. странно, парадокс выбора, он может играть не только в плюс, но и в минус. То есть, Мгм. если, например, взять там, мое детство, там, детство моих родителей, когда выбора было не так Мгм. много, и Мгм. ты, выбирая, четко понимал, что у тебя определенное Мгм. будущее, ты, делая эти действия, получаешь там диплом, получая диплом, ты идешь Мгм. на работу, получая работу, ты получаешь деньги и какое-то стабильное видение мира. А Мгм. сейчас мы видим, как разрушаются вот эти стандарты. То есть, что человек может, не имея ни опыта, ни образования, очень быстро взлететь просто на каких-то, да, там, ну, Мгм. простых, не, ну, как, не то чтобы простых вещах, да, но Мгм. не тех способах, к которым человек привык. И вот это вот обилие выбора вызывает у человека такой ступор. То есть, а чем мне заняться и во что вложиться? Это вот Ну и первый как момент. теперь? Да, второй Да, момент. потом второй момент – это активное развитие гаджетов. Да, то есть это классно, что у нас есть интернет, есть гаджеты, они как инструмент нам помогают, но у многих они становятся не инструментом, а хозяином. Да, то есть Мгм. человек становится, его центр жизни перемещается в интернет, из-за этого страдают навыки общения с людьми, то есть он уже менее открытый, больше закрытый, больше в себе. И плюс человеку кажется, что там он много чего может, ну, потому что в игре можно быстро достичь какого-то уровня. В жизни так не происходит. Чтобы добиться результата, нужно там прикладывать усилия определенные. И это, ну, как, знаете, не сразу приходят плоды. Вот, и Окей, а выход какой? Что выход. делать-то, да? А, Вы спрашиваете про выход в целом для всех или... Ну, выход для родителей, например. Вот какие советы родителям, когда у них такие дети психоэмоционально сложные? Мгм. Смотрите, момент первый. Родителям очень важно быть примером детям Мгм. самим, потому что когда сами Ну, вот с этим, родители... по-моему, проблема. Зачастую сами Это родители одна из сами. самых больших проблем, Да. потому что когда родители меня спрашивают, что нам делать, потому что мы сами сидим в телефонах, ну там, и мы не Мгм. можем, а ребенок, он же копирует, то есть слова Мгм. не будут так работать, что вот там через слова ребенок Мгм. не воспринимает, он видит модель поведения, ее копирует. То есть, во-первых, это раз. Во-вторых, родитель должен показывать пример м, такого, знаете, человека, заинтересованного жизнью. Что ему Мгм. интересно жить. У него есть в жизни не просто там дом, работа, а у него Мгм. есть что-то, что его вовлекает, интересует. Тогда у ребенка будет просыпаться интерес. Может, не к тому же направлению деятельности, но к чему-то своему. Вот. Плюс очень важно научиться, ну это вот я уже как психолог, наверное, Мгм. говорю, навыкам понимания себя, своих эмоций. У многих этого просто не хватает Мгм. существенно. То есть Мгм. ребенок, подросток что-то чувствует, а подросток особенно у него Мгм. внутри, знаете, какой-то мир из вот этих теней, которые Мгм. друг с другом сражаются, и он не понимает, что с ним, и просто нужно с ним об этом говорить, объяснять, Мгм. ну, образовывать, да, такое Мгм. психообразование, Мгм. чтобы ребенок понимал, что окей, это нормально, это вот такие Мгм. эмоции. Вот. Если раньше люди, ну, стеснялись ходить к психологу, к психотерапевту, да, сегодня это уже все понимают, что это должно быть так же естественно, элементарно, как иметь своего парикмахера, там, доктора, да. Как найти хорошего психолога? Потому что очень много объявлений от Мгм. психологов, но насколько они достойны Мгм. того, чтобы им платить деньги, деньги немалые, Да. услуги психологов, и что это не деньги на ветер. Как определить? Потому что многие психологи заканчивают какие-то маленькие курсы, называют себя психологами, их никто не проверяет. Это абсолютно такой, знаете, стихийный, хаосный рынок. Мгм. Да, тут смотрите, момент первый – это
смотреть на образование, да, чтобы это было, ну, человек обучился, да, то есть не просто там 2 недели прошел какой-то. Академическое Ну, то образование. есть, да, чтобы у него был Да. диплом, что он Так, учился в университете, чтобы это был университет, который действительно дает, ну, то есть вы понимаете, что это качественное так, образование. Но это не единственный критерий, так. потому что что важно? Важен, как бы это, может быть, не звучало банально, контакт с Мгм. человеком. То есть вы Мгм. сможете понять это по первой встрече, да, то есть там, если у вас есть возможность познакомиться, там, ну, пообщаться немножко с психологом, Мгм. понять вообще, вот подходит такой формат общения Мгм. или нет. Потому что психолог, он, несмотря на знания, метод, он все-таки работает своей личностью, да, там, тем, какой он, Мгм. какой у него бэкграунд. И если вы с человеком встретились и почувствовали, что да, у вас будет возможность, ну, вы будете в контакте с ним себя хорошо чувствовать, вы можете попробовать с ним поработать. То есть важен личный контакт и какая-то сложившаяся симпатия, да, друг к другу? Я бы не сказал симпатия, знаете, скорее какое-то уважение, да, такое, Доверие, да, доверие. уважение. То есть симпатия может быть, может не быть, но главное, чтобы вам было комфортно. Да, дело, наверное, не в симпатии. Ты же пришел не Ну глазки да, строить, да, а да, решать да, свою да. проблему. Да. А если сравнивать психологов, вот зачастую у нас такое вот тоже бытует мнение, что сильные специалисты в тех или иных направлениях где-то за границей. Ну, нет пророков в своем отечестве, да. Вот как вы считаете, уровень психологической службы в Казахстане, он идет вперед на Мы высоком над уровне? этим активно работаем. Мы Мы, сделали кто это ассоциацию, мы? вот наша ассоциация EMDR, она называется Евразийская ассоциация EMDR Казахстана. То есть А а, до этого не было такой ассоциации а, психологов? нет, ассоциаций всегда есть разных Да, да. направлений. То есть я просто говорю про то, что мы собрались вот как психологи, которые практикуют в этом методе. И Вы конкретно один метод ну, ну, можно сказать, популяризируете? что да. То есть понятно, что каждый из нас, да, там кто-то еще другим методом Мгм. владеет. То есть нельзя сказать, что у нас условно, Ну, да, вы считаете, ваш метод прям самый вот самый-самый топовый, да? давайте так, он один из хороших, да, я не буду говорить, что это лучшее. Какие он проблемы решает? Вот, А, например, с какими проблемами может человек прийти и поверить этой методике, и довериться ей, и эта методика ему поможет? Тут, видите, верить даже особо не надо будет, потому что она нейробиологически обоснована, то есть это работа нейронов нашего мозга. То есть мы, работая через наш метод, мы воздействуем на определенные зоны мозга и трансформируем наше восприятие. То есть какие проблемы? Депрессия, панические атаки, фобии, разного рода страхи, выгорание, прокрастинация, проблемы в отношениях, эмоциональная регуляция. Ну, то есть мы можем практически весь спектр А брать. зависимости? Зависимости тоже, да, зависимости Например, тоже как? работает. Какие вы считаете зависимости сегодня вот прямо бич нашего времени? А, Помимо традиционных алкогольной и наркотической, я бы назвал цифровую. То есть, когда человек не может справиться со своей тягой к гаджетам. То есть, когда не он управляет телефоном, а телефон им, То например. есть тут даже вы не говорите конкретно об игромании, лудомании, а просто, что ты сидишь в соцсетях, это тоже зависимость? Да, тут, смотрите, зависимость, когда человек... Нет ничего плохого в самой соцсети, да, то есть человек может в ней сидеть, но когда это сидение приводит к реальному ущербу в его жизни, он там ухудшается настроение, он не тратит столько же времени на работу, меньше общается с близкими, ну вот это все по всем сферам жизни, он чувствует, что у него ситуация ухудшается, это уже, и он не может с этим справиться сам. Что он там смотрит? Тут каждый сам выбирает. То есть кто-то играет, кто-то действительно лудомания, игромания – это тоже отдельная история, это тоже большая проблема, потому что сейчас вот разного рода финансовые пирамиды в Казахстане очень популярные. Там особенно, знаете, вот этот момент, что быстрые деньги, да, то есть Микрокредитные всякие микрокредиты, организации. вложи сюда, получи в 100 раз больше. Вот как игра в кальмара, да, в сериале. Мгм. Там А к вам уже обращались люди с игровой зависимостью? с игровой нет. Я знаю человека, как диктолога, который непосредственно работает сам с этим Мгм. направлением. Мгм. Нет, лично ко мне нет. Ну и Мгм. видите, у меня не то чтобы прям сильно большой профиль в зависимости, то есть Мгм. я чуть-чуть в другом Мгм. направлении Мгм. работаю, Мгм. поэтому... Итак, совет, чтобы у людей не развилась с детства цифровая зависимость. Какие от вас лайфхаки есть? Мгм. Ну, первое, важно какой-то большой процент времени проводить в оффлайне, в общении с людьми. То есть это может быть общение с друзьями, совместная деятельность, какой-то досуг, спорт, что угодно. То есть это должно быть что-то, где у вас нет телефона, и вам это нравится. Мгм. А,
Мне кажется, надо больше говорить про детей, да, когда мы говорим про цифровую зависимость. Взрослые люди как-то же все равно Сами где-то справляются, да, как-то. работа, где-то семья, где-то рыбалка, где-то там в гости. У нас, особенно казахи, мы любим в гости ходить. Мы Да, там да. не сидим тогда в телефонах, да, мы пьем там чаи, кушаем бешбармаки. А вот дети, да, у нас дети повально сейчас вот сидят в этих телефонах. Вот. Детей, ну просто, наверное, пока он маленький, просто отбирать элементарно Тут, телефон. знаете, есть еще такой момент, что можно не пытаться бороться с телефоном, попытаться его использовать во благо. То есть, чтобы... Ну, сегодня же цифровые технологии очень сильно шагнули вперед, Мгм. и действительно умение создавать контент, умение пользоваться грамотно цифровыми продуктами, это Мгм. очень важный навык. То есть, например, я бы предложил, если у ребенка есть явная склонность, интерес к этому, попробовать из потребителя перейти в создателя. То есть, Мгм. чтобы он был не потребителем контента, а создателем. То есть, окей, тебе нравится в телефоне, попробуй придумать свое приложение, придумай свою игру, нарисуй, Мгм. попробуй там свою программу создать. Мгм. Николай, скажите, как вы думаете, сегодня больше счастливых людей или несчастных в нашем обществе современном? Хороший вопрос. Мне кажется, знаете, человек может быть счастливым и несчастным в разные моменты. То есть в Мгм. течение дня это такое состояние, которое может меняться. Я бы говорил про удовлетворенность, неудовлетворенность жизнью. То Мгм. есть, что человек в целом скорее доволен или в целом ему жизнь как-то не близка. По проценту не знаю. То, что большой запрос у людей на услуги психологов, психотерапевтов, говорит о том, что, скорее всего, людей не все устраивает в этой жизни. То есть, Мгм. ну, есть с чем работать даже при условии там, наличия определенных социальных достижений и Мгм. атрибутов. Вот когда наступает у нас искусственный интеллект, мы говорим о том, что многие профессии исчезнут, да, их заменит роботы, искусственный интеллект, психологи, психотерапия. Это не из этой сферы Уже профессии? есть, знаете, такие попытки, что общаться с GPT-психологом, да, когда он реально может анализировать, давать какие-то грамотные советы. В целом это в какой-то сфере работает, то есть что-то он может разобрать, какой-то анализ информации Мгм. проделать, но он не может заменить, во-первых, человеческого контакта Эмоциональный эмоционального. Да, интеллект. это вообще никак не будет. А во-вторых, это же тоже инструмент, хотя он очень активный, но он по-прежнему не продуцирует сам какие-то вот, да, вот, например, направления Мгм. терапии, куда мы с Мгм. вами пойдем. Мгм. Поэтому я думаю, что психологи, которые будут использовать и, да, в своей работе, и не только психологи, там, профессионалы любой деятельности, они Мгм. сильно шагнут вперед. Мгм. То есть Мгм. вот этот вопрос заменит, не заменит, просто кто-то сможет адаптироваться к этим изменениям, а кто-то нет. Вот вы знаете, много школьников, которые хотят идти в психолога. Вот раньше было такое модно идти на юриста и экономиста, да? Но я сам Потом, учился да, в первом образовании экономиста. ну вот, потом стало модно идти на нефтяника, там еще на кого-то. А вот сегодня многие молодые люди, безусловно, очень перспективные и очень как бы дают шансы на гранты технические, инженерные, IT-специальности, да, но вот есть много же детей, у которых ну, нет таких технических, Мгм. математических вот, как бы предрасположенностей, и они выбирают из того, что они могут, гуманитарные. И среди этих специальностей психолог тоже есть. Многие Мгм. девочки хотят на психологов, но они даже не имеют понятия, что за... Вот как этому молодому человеку понять его родителям или учителям, или ему, что ему можно идти в психологи. То есть они идут просто слепо. Психологи, как бы, потому что там нет математики, физики, химии. Можно как бы легко учиться. Мгм. Вы имеете в виду, как ему понять, что это действительно Да, то, что это что... его профессия. А не только потому, что это легко учиться на психолога, и потому что это звучит модно, и Это, как будто бы это вот как будто бы круто. это, знаете, не так просто сделать, потому что одно дело изучать это все, другое дело работать с клиентами. И потому что, например, бывает, что человек там проучился, закончил образование и ни разу не работал, ну, там, Мгм. условно, да, реальной практики нет, и он выходит, и он понимает, что его практика будет состоять из чего-то другого, то Мгм. есть из работы с клиентом, а он к этому не то чтобы сильно хотел прийти. Мгм. Поэтому психология, видите, тоже разные есть. То есть есть исследования, лаборатория, да, там чуть-чуть другое, есть непосредственно работа с клиентами, есть какая-то такая более организационная деятельность или там работа в Мгм. бизнес-психологии, в Мгм. корпорациях с бизнес-сектором. Мгм. Понять сразу, мне кажется, никак. Сложно, да? Просто это так же, Мгм. как, знаете, вот понять человеку, а как он, как ему, его ли это быть там юристом, нефтяником. Ну, может быть, Мгм. он быстро поймет, что это не Мгм. его сразу. Но какие-то вещи, вот если есть возможность протестировать, попробовать, Мгм. возможно, для молодых ребят, как ни странно, лучшим решением будет поход самому к психологу,
чтобы он увидел это из позиции клиента и посмотрел, что это такое, Ой, почувствовал на хороший себе, совет. понял, окей, я хочу быть вот в этой роли, насколько Мгм. мне комфортно. Ну, с другой стороны, сегодня такое время настало, да, что нет вот этой панической атаки, страха по поводу выбора профессии. Ну да. Это раньше, если ты поступил вот на учителя, вот как бы все остальное тебе закрыто, ты будешь по жизни учителем. Сегодня можно выучиться на учителя, потом пройти кучу тренингов, каких-то курсов, 150 раз поменять свое решение, потому что мир быстро меняется, Мгм. и профессии быстро меняются, и как бы в этом плане, мне кажется, многим молодым людям нужно перестать бояться ошибиться с выбором профессии. Да, и надо понимать, что это не навсегда. Это не То навсегда. есть это я прям вам, молодые ребята и Мгм. девушки, говорю, что вы можете пробовать, потом поменять, и сегодня время позволяет это делать. Мгм. И страх ошибки, мне кажется, это вот что в изучении языка, что просто в целом по жизни, это одна из вещей, которую, если победить, то значительно человек может улучшить качество своей жизни, потому что он открывает себя к новому опыту, к новым Мгм. каким-то действиям, пробовать новое, ошибаться и снова пробовать. Мгм. Это Николай, вернемся вот к языковой вашей такой специфике. Да? Скажите, есть возрастные ограничения? Например, у нас в Казахстане в советское время вообще казахский язык был как бы на задних планах. Да? Обучение было на русском, школы русские. То есть вот одно из поколений, оно вообще утеряло себя вот в казахском языке. И сегодня оно понимает, что оно должно говорить, общаться, но не может. Оно годами, десятилетиями было все на русском языке. Вот сложно. Вот ваш совет как человеку, например, 50-летнему, 60-летнему, русскоговорящему казаху начать говорить хорошо на казахском? Какие есть от вас лайфхаки? Я этот вопрос задаю вам, как человеку, который за 2 года, совершенно далекий от казахской ну, ментальности, 2,5, да. приехал, да, и выучил, и так хорошо говорит. Вот как вы считаете, возраст помеха? И вообще, М, какие советы, чтобы лучше изучить, будь то мгм, казахский, будь то английский мгм. язык? Да, вот смотрите, мне кажется, возраст не является помехой, да, ну если понятно, что в молодом возрасте оно идет проще в детстве, Да. чем это просто есть определенная физиология, но в целом это не является причиной и проблемой, чтобы начать учить язык. Первое, что самое главное, это понять, зачем нужно. То есть для Мгм. чего я, например, 50-летний, там, живущий в Казахстане, Мгм. русскоговорящий казах, хочу его Да. выучить. Это очень важно, потому что Мгм. просто так для галочки, чтобы знать, оно не будет Должна быть работать. мотивация сильная, Да, да, то и есть цель. если я хочу, то где я буду его применять? То есть я буду там на тое говорить, или я буду там с внуками говорить, с Видите, вы кем? даже уже поняли, что то это Ну, важная часть, конечно, да. конечно. То есть очень важно понимать, потому что просто для того, чтобы в магазине поздороваться, ну, зачем ему для этого учить прям язык? То есть Да-да-да-да. должна быть какая-то понимание, где я буду применять это раз. Мгм. Второй момент, мне кажется, очень важно найти хорошего преподавателя, то есть человека, который любит свое дело, то есть который вовлечен, он увлекает казахским, и он владеет методикой. Методик. Потому что, знаете, есть такой момент, что я встречался, что иногда носители, они преподают казахский как родной язык, а не как Мгм. иностранный. То есть Мгм. они преподают его, ну, что я имею в виду? Да, вот, например, если казах русскоязычный, он вырос в русскоязычной среде, то для него казахский преподавать, с моей точки зрения, будет более правильно, как иностранный. Мгм. Потому что он его осваивает как иностранный, через Мгм. голову, вот это Мгм. все. А когда я преподаю как родной, то иногда он не может, ну вот у меня был такой момент, что я просто не мог понять, а почему здесь это слово нет. Мне Мгм. говорят, ну здесь лучше так. Я такой, Мгм. ну почему лучше так? Мне Мгм. хочется знать. Вот, Мгм. поэтому это второй момент. То есть должна быть хороший преподаватель. Мгм. А, Соответственно, методика, система подготовки, то есть Мгм. регулярность Мгм. определенная. Это какие-то активности, которые человек регулярно делает. Там, пишет, слушает, смотрит, ходит в разговорные клубы, какие-то книги читает. Для меня, видите, вызовом было, вот мы вместе с моим преподавателем подкаст на казахском записали для детей по спортивной психологии, плюс я там в Инстаграме какие-то сторис, рилс вел, то есть у меня был как-то коннект с обществом. То есть Мгм. я получал обратную связь от людей, Мгм. смотрел, там меня кто-то Мгм. корректировал, я окей, хорошо, принимаю и дальше работаю. То есть Мгм. это такая живая история. Мгм. Мгм. Вот, получается, цель, получается, хороший преподаватель, методика Мгм. и среда, наверное, вот эти Мгм. 3 главных момента. Мгм.
Николай, вот вы, я вообще заметила, что у нас в Астане сейчас много очень приезжает к нам петербуржцев. Вот я хожу на одни курсы тоже вот по ораторскому Мгм. мастерству, и мой преподаватель, педагог Лев, Мгм. он из Петербурга, тоже такой приятный молодой человек. И у нас есть еще один блогер, вы, наверное, о нем слышали, он тоже петербуржец, тоже вот, да, и вот вы сейчас тоже яркая личность. Петербург – это такой город культурный, красивый, ну, город, не знаю, мы его многие любим, знаем этот город, и приятно, что вам тоже Астана нравится. Вам чем Астана понравилась? Она вам понравилась Да, вообще, конечно. если, Мне, если ну, не мы же лукавить? с вами с этого начали, да, то есть Да. первое, что мне понравилось, это большое количество солнца. То есть то, что здесь очень много солнца, и я прям почувствовал, что, оказывается, это на меня сильно влияет, у меня больше сил, Ну, когда, солнца много и в Таиланде где-то там. ну, наверное, да, ну Ну, вам просто наше солнце понравилось, да? Но здесь и ветра еще. ветра, и знаете, я люблю зиму. То есть я люблю зиму, конечно, бывает холодно, но видите, то, что в Астане сухой климат, да, то А в есть Петербурге в зима Петербурге другая, она более влажный, мягкая, она влажная. не более мягкая, она скорее ближе как в Алмате, то есть там Мгм. минус 25 может Мгм. очень ощущаться Мгм. некомфортно из-за сырости, влажности. Мгм. А Мгм. здесь минус 40, оно, конечно, холодно, но если ты тепло одет, то в целом Вообще говорят, Астана по-другому. для здоровья очень такая комфортная. Да, я слышал такой, ну, то есть вот смотрите, климатически, Мгм. плюс в целом такой очень, ну, по мне, спокойный город, да, в Мгм. плане какой-то такой суеты, Мгм. пробок. Ну, пробки, как и везде есть, это Мгм. окей, но в целом спокойный ритм, Мгм. вот. Мгм. Но многие считают, те же алматинцы или из регионов, что в Астане люди очень холодные, что мы, астанчане, очень такие динамичные, что мы слишком деловые. А вы заметили теплоту в астанчанах? Душевность есть? Знаете, мне кажется, это от человека зависит, то есть, М. наверное, можно какие-то такие стереотипы проводить, но в целом, я когда приехал, мне очень многие помогали. То есть, там, Мгм. если нужно Мгм. адаптироваться, что-то вот помочь, какие-то вопросы решить, местные казахи, они прям А говорили, как вам Астана в плане бытовом, в плане сервиса, в плане услуг? слушайте, в плане сервиса и услуг я скажу очень здорово, потому что, ну, во-первых, еда, да, то есть мне очень нравится Мгм. большое Вы же разнообразие. бишбармак, наверное, Ну, отведали за 2 года? конечно, конечно. И не Понравился? раз, да. То есть к тому, что и большие порции, и вкусная еда, большое Мгм. разнообразие. Плюс, например, вот это вот цифровые услуги, да, что, например, можно карточку выпустить очень Мгм. быстро, да, Да. и решить вот эти вопросы, там, ЦОН Мгм. какие-то очень быстро, и это прям, ну, классно. То есть это Мгм. здорово, что так вот организовано. Мгм. То есть для человека в целом вот этот вот кусок жизни, он хорошо выстроен. Мгм. Ну что ж, Николай, с вами было очень интересно беседовать. Я хочу вам рассказать, что у нас есть газета «Баландагель». Мгм. Она для педагогов, для школ, для колледжей. И я была бы рада, если бы вы нашли время, написали статью о том, ну, о своем опыте изучения казахского языка, может быть, о своем методе в психологии, если Мгм. он будет полезен для педагогов, для школьников, потому что наша газета всегда открыта Мгм. интересным авторам, интересным каким-то полезным статьям. Поэтому буду рада, если вы тоже внесете лепту в интересный контент нашей газеты. С удовольствием. Ну и в целом, Николай, я рада знакомству с вами. Да. Успехов вам вообще по жизни, в вашей профессии, в ваших шахматных увлечениях и в изучении казахского языка. Да, Танскулма Конуштуман. Рахмет, Рахмет. Николай. Мгм, сау болыңыз. Сау болыңыз.